Добрый день. Очень приятно сегодня быть здесь, на Go Viral Таджикистан. Меня зовут Камила Жусупова, я журналист из Алматы, из Казахстана. Работаю в медиа очень давно. Начинала еще в редакции молодежных. Хотела немного познакомиться с вами, да, чтобы вы тоже представляли, кто я, что я. Потом мы с вами познакомимся тоже. Начинала я как журналист, как ведущая радиопрограмм, редакции молодежных программ еще в 99-м году. И я понимаю, что это было уже очень давно, хотя, может быть, внешне это выглядит немножко не так, да, и что спасибо, как я говорю, спасибо моим маме, папе и генам. Сегодня мы поговорим больше о работе для медиа, но, тем не менее, эта информация будет интересна для тех, кто работает в общественных организациях, в фондах, для того, чтобы больше и лучше продвигать свой контент и рассказывать своей аудитории более интересно свои истории. Скажите, пожалуйста, кто здесь из медиаорганизаций? Есть ли здесь кто-нибудь из медиаорганизаций? Один человек. Окей, я очень надеюсь, потому что это на самом деле немного такая специфичная, может быть, информация, но будет полезна всем, что вы кое-что тоже примените для своей работы. Но кроме этого немного поговорим об Инстаграм, немного поговорим о статистике, которая у нас в мире существует, и, может быть, тоже будет полезно. Это статистика вообще, в принципе, об интернете в мире, который у нас существует. Так вот, сегодня более 4 миллиардов, почти 4,5 миллиардов, это январь, людей пользуются интернетом, и из них более 3,5 миллиардов пользуются социальными сетями каждый день. Из тех, кто пользуется социальными сетями и интернетом, заход в интернет, большинство, это более чем 3 миллиарда человек, просматривают интернет через мобильный телефон. Самые посещаемые сайты в мире, вот они здесь, первая десятка, Инстаграм находится на 10-м месте, Google, YouTube и Facebook у нас впереди, как всегда, поэтому еще все-таки видеоконтент очень важен на сегодняшний день для YouTube-площадки. Но, тем не менее, из всех приложений, которые установлены на телефоне, Инстаграм входит в топ-5. Мобильные медиа по странам, то есть социальные медиа по странам. И вот так у нас Кыргызстан здесь на 6-м месте, а Таджикистан на 9-м. То есть вы попадаете в топ-10 людей, которые пользуются социальными сетями очень активно. Но до Китая, конечно, нам всем далеко по численности не догнать. И вот еще, здесь такая корреляция между количеством населением и тем, кто пользуется. Вот Казахстан очень активно пользуется, у нас 50% людей используют Инстаграм. И вот интересно для меня тоже была статистика, что в Таджикистане Инстаграм пользуются в основном мужчины. Хотя, например, на территории СНГ больше Инстаграм используют женщины, они такие молодые женщины, а у вас мужчины. Еще немного просто информации о том, что Инстаграм был официально запущен в 2010 году, и первая фотография была опубликована тоже в 2010 году, там было что-то, человек с собакой. Сеть перекупила Facebook в 2012 году. Также они изменили, как пришли сразу хронологию. Раньше, если показывали, как вы помните, все подряд, а теперь Инстаграм показывает только там приоритет, да, с кем вы больше общаетесь и контактируете. Более 1 миллиарда на сегодняшний день активных пользователей. И все время спрашивают, кто больше всего. Топ-страны. Топ-3 стран – это США, Бразилия и Индия. Более 60% используют ежедневно. Вы скажите, каждый день пользуетесь Инстаграмом или так от разу? Самая большая демографическая группа мужчины. Популярный фильтр в мире – Clarendon. Ну и все мы постим еду. Для Душанбе какая еда популярна? Плов или круто? Кстати, я хочу сегодня попробовать, подскажите, пожалуйста, куда пойти. В мире пицца, суши и стейки. Хорошо. Я не знаю, правильно, есть ли люди здесь, которые могут мне ответить на этот вопрос, но тем не менее, зачем медиа идти в Инстаграм? Все верно. Вы сами как медиа потребляете? Где новости узнаете? Где читаете? В Инстаграме. Вот это самый главный ответ на вопрос. И действительно, потому что это трафик,
да, увеличение посещений на сайте. Потому что это взаимодействие и лояльность. Мы напрямую можем общаться со своей аудиторией без каких-то там преград, да, и дополнительная монетизация. Можно еще зарабатывать на этом деньги. Ну, можно долго рассказывать ей, что Инстаграм хороший инструмент, и вообще социальная сеть хороший инструмент, но больше всего, важнее всего, это то, что вы создаете, визуальный контент, который создаете для того же Инстаграма. Можно делать хорошие картинки, можно делать плохие картинки, и везде эффект, конечно, разный. Что касается еще очень важного момента по визуальной информации, на сегодняшний день по статистике у вас есть меньше 2 секунд, чтобы привлечь внимание своей аудитории. Неважно где, в Фейсбуке, в Инстаграме, потому что человек скроллит ленту, и все, и там буквально просто миллисекунды уходят на то, чтобы вы завоевали внимание своей аудитории. Мы понимаем, что у нас в Инстаграме там, контент, фото, видео, прямые эфиры у нас можно делать, и сторис. Вот для медиа я рекомендую очень сторис использовать, потому что ежедневное количество использования сторис в миллионах, там 500 миллионов постоянно зависают сторис в Инстаграме, и истории продвигаются лучше. Там, тот же Guardian всегда говорит, что для них важнее размещать историю короткую, именно инстастори, чем просто они там какой-то серьезный пост опубликуют, и его прочитают очень мало людей, тем более сейчас вот эти лайки, они абсолютно не дают никакого показателя при привлечении аудитории, потому что их уже не нужно считать, люди просто их не ставят. Важно, сколько времени прочитали вашу информацию, да, и просмотрели они сторис или нет. Так вот, они привлекают больше внимания, увеличивают охват, создается отдельный контент, нужно делать хайлайты, возможность репостов и еще очень много, кучу интересных вещей. Мы примеры с вами посмотрим. Окей. Здесь, если вы снимаете сторис, некоторые практические советы, особенно, они актуальны не только для медиа, для всех, что для медиа важнее, потому что им нельзя снимать эти сторис через приложение, их лучше снимать отдельно и потом загружать, снимать и сохранять. Если все-таки через Инстаграм, обязательно нужно продумать сценарий. Сейчас я покажу примеры, зачем это нужно делать. Вертикальная съемка, окей, потому что очень много споров, вертикально снимать или горизонтально. В IGTV вертикально или горизонтально. Наибольший эффект – это все-таки вертикальная съемка. Текст короткий, первые 7 историй хорошо просматриваются. Очень важен первый кадр и последний. Первым нужно завлечь, чтобы люди посмотрели, не пролистали вас. И дальше стиль обложек. Вам очень много инструментов дает. Вот я присоединяюсь ко всем спикерам, которые, наверное, рекомендовали. Вот это 5 приложений бесплатных, удобных, с классными, крутыми, качественными шаблонами, которые можно будет использовать и делать хорошие обложки, и делать хорошие истории. Сценарий. Помните, да, историю про сценарий? Вот это было сделано тоже Huffington Post, это разместил. Они во время Олимпиады в Лондоне, по-моему, сделали несколько фотографий, сделали такой заголовок, подписали, что он предложил выйти замуж, и она сказала, да, это вот 3 истории, которые реально люди досматривают до конца. Не просто там в одну фотографию выложили, например, да, посередине и сказали, что там свадьба. Они все это разложили покадрово. Washington Post, и вообще, кстати, очень рекомендую просматривать истории самого Инстаграма аккаунта. Из медиа это Nat Geo, это Washington Post, и Now This есть такие вот издания, которые очень круто это все делают. Washington Post взял историю про Мартина Лютера Кинга. Они взяли обычные архивные фотографии, ничего не придумывали, разместили их в сторис, просто подписали, и это история о стачках и о проблемах того времени, до 60-х годов, и просто подписали. У них был безумный такой огромный охват по просмотрам. Vox, есть еще такое медиа, Vox Media. Они очень классно делают вообще любую визуальную информацию, очень красиво. Сегодня, кстати, опять же говорили, что там контент-король, дат-король, что-то там еще, но я, наверное, скажу, лучше обращайте внимание на visual. Можно иметь очень классную информацию, но если visual будет ужасно, никто ее не прочитает и не посмотрит.
Здесь история о татуировках. Ничего не придумали, взяли тоже обычные фотографии из книг. Вот эти, не знаю, у меня не работает, да? Из архивных в архивах покопались, отсканировали, создали обычный шаблон, вставили фотографию, написали 3 слова, и, собственно, все. Есть прекрасный, да, может быть, вы смотрели, создан специальный аккаунт в Инстаграме. Это девочка, по-моему, венгерская девочка, о том, как бы рассказали о Холокосте, если бы в то время существовал Инстаграм. Классная идея на самом деле, и я вот специально их разместила, более 1,5 миллионов у них было тогда подписчиков, они разместили в хронологическом порядке, это нужно смотреть, ну, вот получается, справа, да, справа налево. Там буквально несколько дней истории, рассказывается, кто она, что она, и как ее забирали, как грузили и так далее. Это выглядит примерно вот так. И она там снимает, как будто бы из-под полы, рассказывает эту историю. Это очень классный метод сейчас разговаривать с молодежью, создавать. Она на самом деле не настолько затратна по финансовым вещам. И огромное количество посмотрела. Можно рассказывать о любом событии, о войне и так далее, да, там в хронологическом порядке. У Nat Geo самое большое медиа, вообще, по-моему, самый большой аккаунт в Инстаграм вообще. У них там более, не помню, ну, из медиа, по-моему, они, наверное, самые большие практически. Они сделали историю. Вообще, почему важно? Важно не только анонсировать, вот как у наших медиа и ваши тоже это делают. Они просто кидают анонс, кидают ссылку, все. На этом закончилась их активность визуальная в Инстаграме, когда там на самом деле очень много разных инструментов. И вот для Инстаграма Nat Geo создал отдельную историю. Конечно, они там где-то потом уже ссылку на полную историю делали, но здесь они сделали специальный контент о девочке, которая в 17 лет решила покончить самоубийством жизнь, но не очень, ее спасли в итоге, но при этом лицо было изуродовано. И дальше рассказывается о ее жизни, о том, как она там пытается все это преодолеть. Может быть, сейчас кому-то эти фотографии не очень будут там приятные, да, но мне взяли ее фотографии, подписали, опять же, там сделали свой шаблон шрифта, оформили и рассказали это вот в такой истории. Что на 4 года перенесло 1 миллион операций на лицо, но в итоге ей пожертвовали это лицо. Рассказывают очень подробно. Здесь такой большой разрыв между фотографиями я взяла, потому что они рассказывают очень подробно об операции, о том, как это лицо ей пришивали, да. И в итоге в конце, причем здесь не только фотографии, это все перемежается с видео, в конце она благодарит людей, которые помогли ей обрести новое лицо, и дальше Nat Geo призывает посмотреть эту историю больше. Но они создали, еще раз подчеркиваю, этот контент отдельно, специально именно для Stories. Что делает Airbnb? Еще очень важно, и когда я говорила вначале, что важно первый фрейм и последний, чтобы люди не переходили, не перелистывали, то обязательно должна существовать некая интрига. Airbnb так и делают. Они показывают обычно какой-то кусочек места, начинают рассказывать, дальше раскрывают или задают вопрос, а в конце уже дают полную историю. Ну, то есть это вообще такая очень элементарная и простая вещь. Это уже для брендов. Мы перелистнем. Перейдем от Stories. Понятно, да? Я еще раз подчеркну, что Stories дают больше вовлечения, что такие издания, как Guardian, например, пользуются им больше, а Instagram и вообще, в принципе, Instagram уже используют как витрину. Они не ждут того, что их прочитают, они не ждут того, что им поставят лайки или дадут комментарий. Это больше уже становится красивая картинка. Все переходы они получают в основном из Stories. Но, тем не менее, нам же нужно теперь создавать свою витрину, не просто постить фотографии. Я просмотрела и ваши медиа, прежде чем сюда пришла. Ну, понятно, что наши мы постоянно рассматриваем, анализируем. Так вот, очень многие фотографии, не все такие какие-то разрозненные, непонятные. Но поскольку мы создаем витрину, важно уже делать нормальные профессиональные обложки. Да? Событийные, герои, цитаты, это все не важно. Очень много споров, размещать ли текст на фото
или не размещать. Что дает эффект, что не дает эффект. Ну, профессиональные фотографы считают, что если у вас классная говорящая картинка, текст не нужен. А журналисты считают, что, чтобы привлечь внимание, нужен хороший, интересный заголовок. И да, это правда, но нужно подписывать таким интересным, хорошим, кричащим заголовком. Использовать цитаты. Очень мало у нас используют цитаты, а если используют, то визуально, сейчас говорим, да, не о тексте, а именно о визуалах, берут фотографию чиновника, в зале, в кресле или где-то там проходит... Вот если кто-то сейчас постил бы из СМИ фотографии, что проходит GoViral, они взяли бы вот ряд людей и поставили бы, и подписали. Вот у нас проходит фестиваль GoViral, что абсолютно не подходит, нерелевантно вообще ни к тексту, ни к картинке. И вот когда берут ваш медиа, в том числе, продвинутые в том числе, фотографию там, чиновника в непонятном кабинете, непонятном зале, какую-то маленькую цитату пишут маленькими буквами, да, то есть это тоже... Этот визуал, на самом деле, не привлекателен и не работает, потому что самое главное важна цитата, да, слова. Если нет вообще картинки, мы просто создаем с помощью тех инструментов, которые я вам выше говорила, берем самые главные, это выглядит так, играем с цифрами и просто рассказываем историю. Есть, опять же, эти вещи на самом деле очень элементарные, повторюсь, но почему-то их, опять же, медийки используют очень слабо, да, просто выкладывают, что делают в карусели, они выкладывают несколько фотографий. Вот, например, об этом событии будет фотография зала, условно, меня, фудкорта, и в принципе все, да. Хотя можно поиграть, более-менее интересные вещи сделать. К примеру, как работают бренды, они понимают, что люди, когда перелистывают картинку, они могут разделить вот в этом примере, если когда ты делишь картинку, она у тебя на экране появляется полная, к примеру, да, то есть не просто это слайдер, это, опять же, привлекающий контент. Люди потом берут и застревают на этой картинке, стараются ее, когда они перелистывают. Я сейчас понятно, да, объясняю, что если перелистнуть справа налево, оно в какой-то момент будет полное у тебя на экране, они на этой картинке залипают. Что она дает? Задержку на вашем контенте. У нас что сейчас считает? Опять же, считают время, проведенное у тебя на картинке. Это такая вот тоже игрушка. У нас есть... Центральноазиатский проект, 3 точки он называется, вы можете тоже подписаться. Почему? Потому что, как пример, визуалку они делают очень-очень интересно. Как они используют фотослайдер? Они вот опять же делают обложку. Если вы используете фотослайдер, делайте обложку, не просто фотографию размещайте. И на видео делайте обложку на видео. Не нужно просто размещать человека с открытым ртом и с микрофоном. Нужно понимать, что сейчас, зачем я буду сейчас останавливаться. Да? Мне нравится, как они работают, хотя я считаю, что текста у них много, но если я уже хочу посмотреть фотофейки, значит, я задерживаюсь на их странице и на их контенте. Да? Вот у них вот такие слайдеры бывают, разъяснительные. Это могут быть инструкции, это могут быть советы, неважно. Да? То есть согласно вашему медиа. Да, интересно же, да? Угу, я поняла. Есть Клоп, киргизское издание, я не знаю, где здесь есть ребята, они вообще очень просто делают. Они не парятся на дизайне, что тоже имеет смысл, и они используют, когда свои новости размещают, карусель таким образом. Делают первую фотографию, как бы обложку, показывают стрелочку, типа ты перелистни, они даже текст внизу уже могут не писать, и просто выкладывают новость в карусели, и все, опять же, люди задержались, количество засчиталось, и никакой переход они там с вас не требуют, потому что обычно людей, да, особенно сейчас, те, кто потребляет медиа, их раздражает, они хотят всю информацию получать сразу на месте в Инстаграме, да, я понимаю, что, может быть, когда вам пишут, перейдите по ссылке, посмотрите всю историю, именно в ленте, не в сторис, не все на это реагируют, поэтому вот они, клоповцы, берут и выкладывают всю историю текстом в карусели, что очень удобно. Про видео у меня были примеры, но боясь интернета, я и не стала их приводить, тем более у нас еще не так мало времени, но что касается видео, это тоже очень хороший инструмент в принципе, и в мире всего видеоконтента вообще 80% вообще из всего контента, поэтому в Инстаграм мы тоже делаем видеосюжеты до 1 минуты, если мы публикуем в ленту, фотослайды, гифки, графика, все что угодно, да? Проводим прямые эфиры. Так, вот советы. Для медиа особенно.
желательно все-таки снимать профессионально, потому что самая большая проблема для видео – это звук. Хорошую картинку с плохим звуком смотреть точно никто не будет, поэтому тоже всегда думайте об этом. И если делаете видео, обязательно пишите титры. Ну, это вот тоже такой элементарный совет, но тем не менее, потому что мы не слушаем, мы уже читаем, да. О том, какое видео смотрят больше всего, сюжет интервью, окей, понятно. Как это сделать? Горячие новости и инструкции. 3 топ-видео, которые просматривают в социальных сетях и в Инстаграме особенно. Инструкции работают больше всего, и если у вас есть какие-то советы, пожалуйста, снимайте видео. Опять же, если используете слайдер, видео можно сделать на 10 минут, просто там разделив по минуте. Прямой эфир тоже понятно, не буду очень много на этом заморачиваться, но его тоже важно поддерживать, и интервью со своими спикерами проводить просто в Инстаграме, и этого достаточно. И не трудоемко, по деньгам не затратно. Еще одна вещь, формы взаимодействия в Инстаграме, которую я хочу подчеркнуть, которые также могут использовать и любая организация. Ну, примеры я приведу из медийки. Это игры, тесты, квесты, все что угодно. Онлайн-спектакли люди делают. Например, вот квизы. Вы тоже можете взаимодействовать. Опять же, говорю, чем дольше людей посмотрели ваши сторис, тем больше вам это все зафиксировалось, тем лучше вы отчитаетесь перед работодателем, рекламодателем и так далее. Самый обычный пример, это тоже это НПО вообще делает. Они рассказывают о харассменте, о насилии, и задают вопрос. Предлагают варианты ответов, и потом где-нибудь там подальше уже размещают ответ. И люди там, соответственно, взаимодействуют. То есть это такого вида опроса. Не просто да, нет, а именно такой тестовый вариант работы. Вот у них еще один есть. Там пропускают какую-то данную и задают вопрос, люди отвечают. Там сколько у нас стран, где нет закона, который защищает девочек и женщин от харассмента в мире, это 123 страны. Я уже приводила пример 3 точки, они создают ребусы. И люди, опять же, там зависают, играют, пытаются их разгадать. Они какие-то у них тоже заморочены, но время, если потратить, опять же, взаимодействие с аудиторией очень более глубокое. А мы же меряемся сейчас по взаимодействию. Почему? Потому что, как говорил Широли, постоянно и долго это нам приносит деньги. Монетизация. Вот такие вещи они делают. Ребусы хотите, можете тоже там попробовать что-то отгадать. Карантеж, да, Current Time Asia в Таджикистан, по-моему, делает, может быть, это Центральная Азия, извиняюсь, такие опросы, тоже очень простые, легкие, тоже у них и высокий показатель взаимодействия. Но есть ошибки. Я еще раз говорю, я посмотрела ваши хорошие... Азия Плюс, да, я посмотрела. Они отлично работают же и с видео, и с контентом, еще несколько изданий. Но у всех, как и у казахстанских, и у любых других, есть определенные там проблемы. Да? Это мелкие шрифтные фотографии, это использование инфографики в ленте. Я вообще не знаю, зачем это люди делают, потому что она абсолютно нечитаема, поэтому тоже никогда не делаете. Использование чужих мемов, вот этих картинок, демотиваторов, комиксов для любой организации. Если это не прям супермем, который там или челлендж зашел в мире, не нужно брать готовые картинки и подписывать. Да? Много текста или наоборот мало текста. В заголовках, когда мы оформляем фотографии, 2 строчки — это самый максимум. Нельзя их там лепить по 4, по 5, как это делают опять медийки. Не отвечают своим читателям, что очень важно. И нет, почему-то, я не знаю, но нет у нас сторис и нет закрепленных хайлайтов с хорошими историями. То есть мы знаем, что такое лонгрид, но лонгрид теперь можно делать в Инстаграме и его закреплять, оставлять, и он будет всегда работать. Вот про демотиватор это было про это. Вот так не делайте. И так тоже не делайте. Да, это спутник Таджикистан.
И буквально пару слов о монетизации, потому что тоже важно. Как только вы начнете создавать интересный, хороший контент, а тот, который пример мы смотрели, его абсолютно сделать несложно, если вы там берете интересные, хорошие архивные фотографии и делаете что-то. Очень много там старых Душанбе, старые издания Душанбе, но есть ведь и другие варианты. Рассказать историю архивную или, неважно, настоящую в более таком формате интересном. И так вот, когда вы это научитесь делать, к вам будут приходить рекламодатели, и когда вы разовьете свою страницу локальную, маленького города, маленького района, неважно, и размещаться. У нас в Казахстане это очень популярно. Маленькие газеты, маленькие издания в маленьких городах, они, даже у них там 10 тысяч, неважно, 5 тысяч, ну, если больше, так вообще прекрасно, они все размещают рекламу локальную, может быть, она выглядит не очень красиво, но они на этом прекрасно зарабатывают. Если вы будете делать хороший визуальный контент, то эти же люди просто, прежде чем разместить рекламу, они закажут вашу эту картинку, и на этом вы тоже заработаете, господи, используя там какие-то бесплатные приложения, да? Про проведение конкурсов, розыгрышей, понятно. Вот так выглядит, например, у нас в Западном Казахстане есть издание «Актаулада». Ну, вот такая, она страшненькая, но вот таких рекламных постов у них там через раз. Они зарабатывают на этом деньги. Это вот еще несколько там рекламных фотографий. Что касается, это все вопрос монетизации. Маленькие издания, если у вас маленькое издание локальное, если вы будете в Инстаграме работать, оно вот может приносить вам деньги хотя бы на таком уровне, на там, маленьких объявлениях. Все. Спасибо вам за внимание. В Фейсбуке, Инстаграме есть контакты. Если у вас есть вопросы, мы можем пишите, я могу ответить. Если здесь, могу ответить сейчас здесь. Если нет, где-то вот на территории. Вот, как по мнению специалиста, как вы считаете, стоит ли выкладывать публикации часто и как часто? Опять же, 100 миллионов советов существует в интернете, никому не верьте, не читайте. Пока вы не изучите свою аудиторию, пока вы не поймете, в какое время она вас читает, вы не можете представлять, как часто или как не часто. Главное, периодично. Вот сторис те же нужно выкладывать периодически. Посты вы должны понимать. Не так раз в год закинули, забыли, ушли. Периодичность важнее, чем частота. Здравствуйте. Как вы относитесь к масс-фолловингу и рассылкам в директе? Отрицательно. Ну, вообще, это сейчас нормальные бренды, нормальные компании не приветствуют масс-фолловинг, потому что органика, на самом деле, гораздо важнее, и органически вы... Это даже видно, у вас там 50 тысяч подписчиков и 23 лайка, это как бы делает репутацию, то есть портит вашу репутацию. Ну все, спасибо большое.